Сабину Эсиеву, смелую девушку, спасшую детей из загоревшегося дома, сегодня наградили в гуманитарном колледже в городе Сунжа. Она там учится. На ее поступки сейчас говорят все сокурсники и не только. Почетная медаль в ближайшем будущем обеспечит ей привилегии при поступлении в вуз. Напомню, ЧП произошло 2 марта в Плиеве. От домовладения практически ничего не осталось. Амина Бокова расскажет. Награждается за особые успехи и заслуги Эсиева Сабина Мустафаевна. Вот так в родном колледже встречают героиню, спасшую от неименуемой смерти в горящем доме 4 маленьких детей. Новость о подвиге Сабины Эсиевой распространилась по всей республике. В гуманитарном колледже Сунжа, в котором учится 18-летняя девушка, про самоотверженный поступок Сабины узнали по телевизору. Я часто и сам смотрю национальное телевидение, и буквально вечером, когда мы с семьей сидели, я вижу, что показывают нашу студентку. И, конечно, радость в первую очередь, потому что, во-первых, спаслись дети, их спасли. И, конечно же, взяла гордость за нашу студентку, что она совершила такой значимый поступок. И сразу, буквально после этого сюжета, мы дали команду работникам колледжа немедленно собрать педагогический совет и будем решать, как поступить в данной ситуации, как поощрить эту девушку, которая совершила такой поступок. И единогласным решением педагогический совет решил, что она достойна высшей награды для наших студентов. За всю историю Сунжинского гуманитарного колледжа Сабина вторая ученица, которая была удостоена почетной медали. Она в будущем даст ей дополнительные баллы при поступлении в вуз и ученическую стипендию в колледже. Руководство учебного заведения на этом останавливаться не собирается. В планах добиться того, чтобы о смелости ингушской студентки узнали на федеральном уровне и в дальнейшем наградили Сабину соответствующей медалью. Впрочем, сама девушка немного стесняется внезапной славы и ничего героического в своих действиях не видит. Поступить иначе не могла, говорит Сабина. Самое тяжелое, вспоминает девушка, было искать в пожаре и в дыму детей, которым по 3-8 лет. Старшая не знала, что ей делать, она очень испугалась. Младшие вообще не понимали, что происходит. Они сами пытались потушить, там бегали, и я их вывела туда. Как они пытались потушить? Канистрами воду таскали. Таскали маленькие дети? Да. И соседи тоже, те, кто быстро могли помочь, тоже все были на работе. И у нас во дворе работали, и были рабочие, И первым я их позвала на помощь. Скромность в семье Эсиевых, по-видимому, черта семейная. Вот и мама Сабины тоже считает, дочка поступила так, как и должна была. Если бы, например, с нами что-то случилось и некому было прийти, я даже не представляю такую ситуацию. Так не должно быть просто. Для вас вообще шоком была именно смелость вашей дочки, что она не побоялась, она не пошла туда сама? Нет, почему-то. Я даже не подумала об этом, честно говоря. Я считаю, что так должно было быть. Просто должно. Без разницы, напротив соседей, рядом соседи. Если что-то случилось, нужно помочь, это без разговора. Даже если бы взрослые были на тот момент на месте, все равно. Минуты решают многое, и неизвестно, чем бы это кончилось. Ингушское региональное отделение Всероссийского движения «Матери России» уже предложили маме Сабины вступить в ряды движения. Сочувствие ближнему, не пройти мимо чужой беды, это воспитывается в доме, это закладывается в корни, что все-таки папа и мама в семье, где 6 детей, если бы они каждому ребенку не вкладывали, что нужно помогать соседям, жить в дружбе, в коллективе. И именно сегодня девочка это показала. Напомним, что пожар произошел в Плиеве в 4 часа дня 2 марта. Что послужило причиной, пока не ясно. По предварительной информации, всему виной замыкание электропроводки. Восстановить картину событий предстоит ответственным службам. Амина Бокова, Адам Дулаков, Новости 24.